Путешествие. Каждый из нас вкладывает в это слово свой смысл. Для одних это удовольствие, радость сменить обстановку и насладиться красотой вокруг. Для других это время побыть с любимыми людьми, и неважно, куда именно ехать. Для третьих — приключения и азарт. Отправиться навстречу рассвету или попробовать себя в чем-то новом. Но у всех путешествий есть нечто общее. Они начинаются с нашего решения. Решение отправиться в путь. Находка. Этот город на берегу моря манит путешественников со всей страны. И неважно, откуда мы едем, с другого края земли или из соседнего города, ведь счастье там, где мы сейчас. Ливади, Вранги, Окунёвы, Триозёрье, бухта Восток. Мир, который мы видим, меняет нас. Но и мы меняем мир, когда отправляемся путешествовать. Ведь это наши впечатления делают его таким прекрасным.
что ж, уважаемые любители футбола, продолжаем мы вести свой репортаж из Находки, где сегодня в рамках 4-го тура юношеской футбольной лиги зоны ДВ встречаются Океан, Находка и СШФ Якутия, специализированная школа по футболу Якутия из города Якутска. Вы видите на своих экранах команды. Ну и судейскую бригаду сейчас, понятно, приветствие, фотосессия небольшая, ну и мы с вами начнем. В предыдущем матче команды 2009 года сыграли сейчас счетом 3-1, победу одержал Океан, 3 мяча Кирилла Якентьева, один из них с пенальти, решили исход этого матча. Ну а мы с вами на стадионе Водник. Сегодня в Находке солнышко светит, ну ребятам там будет жарковато там на поле, но нам здесь достаточно свежо в комментаторской нашей кабине. Ну что ж, собственно говоря, погоду вы видите. Судейская бригада сегодняшнего матча, Кирилл Гусарев, главный арбитр в поле, и помогают ему Илья Тройников и Илья Тарасевич. Вот такая судейская бригада. Собственно говоря, вроде мы вам представили, ну и составы быстренько. Гости в следующем составе: Илья Козырев в воротах, под 16-м 11-й Александр Александров, 13-й Баюк Денис, 17-й Оскар Гузаиров, 3-й Михаил Кабанов, 7-й Алексей Киселев, 5-й Иван Климов, 18-й Данил Мирошниченко, 22-й Владислав Радкевич, 23-й Павел Серцов и 2-й Андрей Тренин. А главный тренер команды Василий Ивочкин. Океан в следующем составе сегодня представлен на матче: Валерий Гайдук в воротах под первым номером, Илья Александров номер 4, 10-й Даниил Ерзунов, 12-й Сергей Самсоненко, 20-й Даниил Чумов, 5-й Артем Шваюн, 18-й Артем Гарин, 8-й Дмитрий Корниенко, 17-й Богдан Крат, 16-й Максим Жариков, 21-й Руслан Шамшурин, главный тренер команды Максим Маленкин. Ну что, все готово, все готово. К началу сегодняшнего матча. Ждем свистка. Начался матч. Океан в белых футболках и белых шортах, гости в синей футболке, белые шорты. Ну, Океан сейчас на ваших экранах слева, Якутск справа. И нарушение. Быстро на половину Океана отправляет мяч Якутск. Гарин вперед. Не расторопен. А может быть как раз и расторопен. Илья Козырев. И сильно туда, в центральному кругу. Гарин. Шамшурин там на острие. Ну, посмотрим. Не очень удачно начался сезон для Океана 2008. 3 поражения.
защитникам. И очередной аут. Может быть, кажется, но такое ощущение, что мы в более-менее нормальное русло вернулись с точки зрения трансляции. Но ненадолго, судя по всему. Нарушение там и штрафной океан будет исполнять. Не знаю, пытаются команды расшевелиться, пока нельзя. Пытался там Шамшурин помешать каким-то образом Козыреву, но все четко Козырев сделал. Там пытался навязать сейчас борьбу, но нет, защитники на месте. Киселев с партнерами. Гарин тут устремляется на опережение, пытался сыграть, не прошло. Самсоненко из аута. Якутск по правому флангу, передача сильная, туда вперед, защитники на месте. Но пока без особого продвижения, вот сейчас перевод, но никуда, по большому счету, в руки Козыреву. Из аута Якутск, и там правила нарушают в борьбе с нападающим командой гостей. Yes. Ну, это не опасно, все видел Гайдук.
Ну и удар не получился, конечно, у 17-го номера Оскара Гузаирова. Вперед в направлении Шамшурина, в надежде на его умение обращаться с мячом и просто физическую мощь. Да, у Руслана так получается, но тяжеловато ему одному там в атаке. Потеря вот вообще просто на ровном месте. И повреждения там получает кто-то из игроков. Возвращает арбитр мяч команде из Якутска. Козырев сильно туда, в центральный круг. Вот по-разному построена атака, да, в 3 нападающих играет Якутск, и находка практически в одного Шамшурина. Улетел мяч в аут. Да, ветерочек поднялся. Понятно, что он будет вносить свои коррективы в действия футболистов. И вновь первый Якутск на подборе. И сильно вперед. Здесь 4 защитника. Шваюн сильно наполовину гостей. Уйдет мяч за боковую. Уйдет. Не успеет просто-напросто к нему Корниенко. Ничем эпизод заканчивается, но это более-менее какая-то осознанная атака, проведенная Океаном. Козырев вновь будет вводить мяч в игру. Крат с мячом. Самсоненко оттесняет того Киселев от мяча и пытается уже Якутск развернуться вперед. Неплохо на край. Сумбурная игра у нас с множеством ошибок, потерь. Пытается Толюч одному это делать.
Хакиана. Выносят головой защитники. И не проходит передача. Ну, ничего тут не стал выдумывать. Сейчас игрок обороны Якутска просто за боковую. Андрей Тренин. Подталкивали там сейчас Гарина. Лежит он на газоне. 2 18 номера Гарин и Мирошниченко столкнулись там в центральном круге. Крац мячом. Выносят защитники. Тут никого. Никого. Ну, Ерзунов. Опять эпизод чем-то похож на момент, который мы наблюдали в предыдущем матче. Тоже пытался кто-то из нападающих Хакиана выковырять этот мяч. Сейчас не припомню. И вот абсолютно похожая сейчас ситуация была. Ну, немного остроты хотя бы это добавляет в матч, в его течение. Потому что пока такая вся игра на поступах штрафной площади. Больше борьбы, наверное, за контроль над мячом. И ни у одной из команд пока не удается его наладить толком. Шамшурин. Плохо. И угловой. Угловой. Богдан Крат заработал, сам идет исполнять. Подача, на месте Козырев. Ну, придется еще раз исполнить, на сей раз с правого фланга. Ну и все вы прекрасно видели, ничем эпизод заканчивается. Перелетает мяч очень далеко туда, практически и за вратарскую площадку, а там пробить как следует никто не сумел. Ну и Якутск опять потеря. Гарин сильно вперед забрасывает на своего партнера. Там Крат борется с семерочкой.
Все в пределах правил, по мнению арбитров, и Якутск пытается развернуться в атаку, но тут же ее прерывают. Еще раз говорю, все практически на подступах штрафной, но это не опасно совершенно. Не подготовил как следует удара Артем Гарин и поднимает руку, извиняюсь, перед партнерами по команде. Гарин. Ерзунов на фланг.